Главное лесоперерабатывающее предприятие Троицко-Печорского района готовится к модернизации. При поддержке профильных министерств планируется увеличение лесосеки предприятия, в дальнейшем реализация инвестиционного проекта, создание новых рабочих мест, увеличение объемов производства, обновление оборудования и переход на круглосуточный режим работы. Евгения Кладкевич побывала на производстве. Андрей Ермолик в лесопромышленной сфере больше 30 лет. При выборе профессии последовал примеру отца, который в то время был начальником лесопильного производства. Сам же в кресло руководителя сел в 95-м. Спустя время мужчина решился на открытие собственного дела. Благодаря инвестпроекту в 2007-м в Троицко-Печорске появляется Печора Энергоресурс. Самое мощное лесоперерабатывающее предприятие района. В перечне выпускаемой продукции было, кажется, все, что только можно представить из дерева. Строительные материалы, мебель и отопительные гранулы. На момент, когда создавали и думали, вот, что мы будем выпускать, работали мебельные фабрики в России, в Белоруссии. Пока реализовывались, часть из них закрылась, обанкротилась. Внутренний рынок, так скажем, сильно просел по отношению к экспорту. И по ходу реализации пришлось, так скажем, экстренно переориентироваться. За неимением рынков сбыта производство сузили. Сейчас Печора Энергоресурс – это заготовка леса, выпуск строительных материалов, отопительных пеллетов и погонажных изделий. А в начале пути компания выпустила даже несколько партий эфирного масла хвойного дерева. Большая редкость для нашего региона. Его производством занимаются лишь единицы. Цех по производству эфирных масел из хвои на предприятии пока законсервирован. Любопытно, что в 2011 году здесь работали даже иностранцы, 2 французов. Впрочем, и оборудование здесь тоже необычное, доставленное из-за границы, как, например, данный паровой котел доставлен сюда из Доминиканы. А вот эти резервуары, в которые загружается хвоя, измельченная из США, а именно из Техаса. К сожалению, производство пока приостановлено, как я уже сказала, потому что нет рынка сбыта. Сейчас на предприятии трудятся 200 человек. Что удивительно, на работу принимают даже без опыта. Я отучился и после учебы хотел именно работать на производстве. То есть это была конкретная цель, работа на производстве, чтобы я видел результат своей работы, своей деятельности. В принципе, мы работаем, есть результат. Мы не просто продаем, мы делаем это сами, своими руками, своей головой. Моя работа заключается в настройке пил всей линии и непосредственно следим за процессом пиления. Есть и трудности, да, и ремонт, все то же самое, да, и лес не мелкий, не маленький пилим, иногда приходится и помогать вручную, да. В 2020-м в одном из цехов был установлен швейцарский лесопильный станок, благодаря чему производство доски с одного дерева удалось увеличить аж на 60%. В распоряжении предприятия сегодня почти 300 тысяч кубометров лесосеки. Ежемесячно заготавливается около 20 тысяч кубометров пиловочника. Не меньше впечатляют и объемы производства – минимум 150 кубов доски в день. Каждый вечер сформированные пачки отправляются поездом за границу. Основные импортеры – Турция и Китай. Кроме строительных, производят здесь и отопительные материалы. До 25 тонн пилетов ежедневно. Реализуют их как в России, так и в Европе. В ближайшее время пилетное производство расширится. К запуску готовится новый, куда больший по площади цех. Мы затеваем новый проект. Он тоже, так скажем, продуманный и выношенный, так скажем, уже давно. Суть его в том, что мы просим выделить дополнительный лесфонд в республике. В профильных министерствах все наши заявки поданы. С главой республики об этом говорили. Согласно новому инвестпроекту, лесосека предприятия должна быть увеличена до 400 тысяч кубометров. А это в перспективе приведет к переходу на круглосуточный режим работы, увеличению объемов производства, обновлению материально-технической базы и появлению новых рабочих мест. Основной источник собственных доходов для бюджета муниципального района – это налог на доходы физических лиц. Средний уровень заработной платы в лесных предприятиях, особенно вот в сезон, он, так скажем, достаточен, да, и, соответственно, отчисления в бюджет от лесников, они наиболее высоки. Вот, и, соответственно, Печора Энергоресурс – это вот основной плательщик налога в бюджет муниципального района. Вопрос по увеличению лесосеки пока на стадии обсуждения. Руководство компании уверено, решение будет положительным. Сразу после начнется поиск инвесторов и долгожданная модернизация производства. Евгения Кладкевич, Олег Костромин, телеканал Юрган, Троицко-Печорск.